ветераны Великой Отечественной войны, партизаны и подпольщики, труженики тыла. 50 лет отделяет нас от тех памятных и дорогих июльских дней 1944 года, когда на нашу Пружанскую землю пришло долгожданное освобождение. Наша боль от потерь велика и сегодня. Мы склоняем низко головы перед солдатами и офицерами, которые самоотверженно боролись с фашизмом и отдали свою жизнь за освобождение своего края, перед теми, кто погиб в действительно освободительной борьбе партизанского движения подполья, перед мирными жителями, замученными в лагерях и гетто, заживо сожженными, умершими от нечеловеческих испытаний, голода и болезни. Перед теми, кто отдал свою жизнь, трудясь на фронте, для фронта и победы. Перед всеми согражданами, которые погибли в этой жестокой и страшной войне. Прошу почтить их память минутой молчания. Бурковский Валерий Андреевич, председатель Совета ветеранов 50-й мотострелковой дивизии. Представитель конно-механизированной группы генерала Клеева, полковник Осипов Валентин Ефремович. Представитель 130-й стрелковой дивизии подполковник Воронин Андрей Алексеевич. Мишонков Алексей Дмитриевич, начальник Брестского погранотряда. Тихончук Петр Николаевич, начальник отдела культуры Министерства обороны Республики Беларусь. На торжественном собрании присутствуют ветераны войны, партизаны и подпольщики, труженики тыла, представители от трудовых коллективов района, воины вооруженных сил. Позвольте выразить вам глубокое уважение и приветствовать всех присутствующих в зале. Разрешите торжественное собрание, посвященное 50-летию освобождения района от немецких фашистских захватчиков, объявить открытым. Ветераны Великой Отечественной войны, дорогие соотечественники, жители Пружанщины. Минуло полстолетия с того времени, когда пожар самой кровавой войны перестал полыхать на многострадальной земле Беларуси. В 1944-м война еще не закончилась. Она продолжала поносить жизни людей, в том числе белорусов, освобождавших Европу от коричневой чумы, приносить горе и страдания их близких. Но на родную землю пришло долгожданное освобождение, пришел мир. Не все возвратились к родному очагу, а многие из тех, кто возвратился, пришел на пепелище. Каждый четвертый белорус погиб в этой войне. 176 деревень постигла участь отныне. Разрушены сотни городов и сел, промышленных предприятий. Но они возвратились вновь к жизни, трудом и талантом белорусского народа, других народов Советского Союза. Сегодня, 50-летний юбилей освобождения Пружанщины, мы признали скорбь. Приграничная Брестщина, первая принимает удар врага,
Через Беларусь огненный вал покатил лавиной на восток. Здесь враг впервые столкнулся с мужеством и самоотверженностью защитников Родины. Здесь сыновья и дочери всех народов СССР встали на защиту своего Отечества. Первыми на Дружанщине вступили в бой летчики 33-го авиаполка, аэродром которого находился в деревне Куплин. В воздухе было сбито 9 самолетов противника. В этом бою лейтенант Гудимов сбил 2 фашистских самолета, один пулеметным огнем, другой тарановым ударом. Это был первый воздушный таран в истории Великой Отечественной войны. Дорогие товарищи ветераны, жители города Пружан и района, уважаемые гости, прибывшие на празднование 50-летия освобождения Пружан и района от немецко-фашистских захватчиков. Пружанский районный совет ветеранов горячо и сердечно поздравляет всех вас со знаменательной датой полувековым юбилеем освобождения Пружанской земли от немецко-фашистских захватчиков. Боевые друзья, разрешите мне от имени ветеранов войны, тех, кто непосредственно принимал участие в освобождении Пружан, а это войска 28-й армии, в частности 3-го армейского стрелкового корпуса, войска конно-механизированного Киева, поздравить вас с этим днем, пожелать вам крепкого здоровья, счастья, успехов в работе. Дорогие товарищи, думал ли я, скажу вам откровенно, 50 лет назад, будучи капитаном, пехоте, 23 года, когда освобождали Пружаны, что пройдет 50 лет, и я вот здесь буду перед вами встречаться. Нет, я это не допускал. Потому что после Пружан путь нашей славной дивизии пролегал Польша, Восточная Пруссия, Кенигсберг, Берлин, окончили войну в Праге, легко возвратились в Брест. Видите, какой большой путь. 50 лет назад мне и моим родным друзьям довелось видеть землю иной. На ней бушевала война. Сюда входят в прошлое годы Великой Отечественной войны. Сегодня мы торжественно отмечаем 50-летие освобождения города Пружан и Пружанского района от немецко-фашистских захватчиков. 50 лет назад, в эти июльские дни, зловещая тень войны навсегда покинула наш город, оставив после себя руины и пепелища. Закончились ужасы и страдания немецкой оккупации. Великая Отечественная война была героическим периодом в истории белорусского народа. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, участники партизанского движения, подполья, тыла, дорогие гости нашего города. Прекрасное летнее время, июльское время, 50 лет назад наш город был освобожден от оккупантов. Прошло более полувека. Все меньше становится участников, очевидцев тех событий. Все дальше в истории уходят те времена, те сражения. Дорогой ценой досталось освобождение. Сергей Васильевич в своем докладе сказал, какие потери огромные понесло мирное население. После проведения боев на территории района погибло более 3000 воинов советской армии. К сожалению, некоторые из них до сих пор остаются неизвестными. Благодаря работе музеев, архивов, в последнее время установлено еще 400 фамилий тех, кто освобождал наш район. Я думаю, что совместными усилиями мы найдем средства для того, чтобы эти фамилии увековечить на плитах захоронений в нашем районе.
уважаемые жители города Кургана района, уважаемый приглашенный гость, разрешите мне с поручения министра обороны огласить приветствие вам правительства Республики Беларусь. Дорогие товарищи, полвека минуло с тех пор, как героической Красной Армии, партизанами и подпольщиками было начато освобождение нашей родной белорусской земли от фашистской нечисти. Ценой неимоверных усилий, огромной крови, сотен и сотен тысяч жизней была достигнута славная победа. Сегодня, в канун знаменательной даты, мы еще раз низко склоняем голову перед павшими на полях сражений и ветеранами войны, перед теми, кто отстоял свободу и независимость и с пепла возродил Беларусь. Бесконечно наша благодарная память. Она не только в пламени вечного огня, в величественных мемориалах и в скромных обелисках, установленных по всей республике. Она наша память и в наших делах, и в наших свершениях. Правительство Республики Беларусь сердечно поздравляя вас с 50-летием освобождения города Кургана от фашистских оккупантов, желает вам быть достойным этой памяти. Крепкого здоровья вам, счастья и благополучия, мирного труда на благо и процветания родной Беларуси. Приветственным словом выступит начальник Брестского погранотряда Мишонков Алексей Дмитриевич. Дорогие товарищи, сегодня в жизни народа Курганщины большой и знаменательный день. 50-летие со дня освобождения Брестской земли от немецкой фашистской захватчины. Пользуясь случаем, разрешите мне себя лично от имени воинов Брестского пограничного отряда поздравить вас со столь знаменательным событием. Разрешите зачитать наш приветственный адрес. Председатель Курганского районного совета народных депутатов Тарасевич Сергей Васильевич. Командование, личный состав Брестского краснознаменного пограничного отряда имени Феликса Ильфовича Дзержинского поздравляет вас и жителей Курганского района с 50-летием освобождения района от немецкой фашистской захватчины. Память... Ветераны, віншую вас з 50-годдям визволення. Жадаю ветеранам, усім жыхарам моцнага здоров'я, шчасця, новых справ і працоўных здзяйсненняў на карысць нашай Беларусі. Выказваю надею, что совесть насельніцтва і Збройных сил Республики Беларусь будут мацнеть с кожным днем. Министр обороны Республики Беларусь, генерал-полковник Козловский. Товариші, горячо і сердечно віншую вас і всіх ветеранів Великої Отечественної війни партизанського руху, усіх громадян города со святим 50-годдям з дня визволення від німецько-фашистських захопників. Щиро жадаємо усім моцного здоров'я, особистого щастя, миру і добробуту вашим сім'ям. З повагою командування Воєнний совет 28-го армійського корпуса. Желаем успехов в развитии вашего района, благополучия, мира и счастья всем жителям. Председатель Республиканского совета Андреев.